میشنوین؟ بله بله بله. خداحافظ. خب خداحافظ. خب اینجا من از تمام تماشابینان و مهمانانی که اینجا انتظارند معذرت میخواهم. یک مادر خیلی صادق در امین تمام کانال های مخالفین این میرنبی است که انا اینک قریب که 1 ساعت انتظار است. با اجازه شما و ایشان زنگ میزنم، ایشان گپای خودشان را گفته باشند. الو الو. Здравствуйте. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Здравствуйте, доброго вам здоровья. Салам алейкум. Майрамби Шариф Зода. Мы уже все с вами знакомы. Очень приятно. Вы знаете, очень много сказано сегодня было до меня. Я хочу все это обобщить, говорить на русском языке. Почему именно говорить на русском языке? Потому что во всем мире все форсоязычные, дари и таджикоязычные около 200 миллионов человек. Но русским языком обладает более 600 миллионов человек. И это международный язык, который принят, значит, в ООН, в ЮНЕСКО и во всех этих организациях. Вот смотрите, все, что было сказано, я хочу оттуда избрать самые маленькие жемчужины. Агар Эмомали Шарипович Рахмонов заррае инсоният дошта бошад, заррае аз қонуной байналмилӣ бохабар бошад. мо медонем ки главнокомандующий тамоми амон командиро худаш буд, ҳозирам главнокомандующий ҳамон командиро мондагӣ дар дунё. Агар аз мардуми заҳматкаш خب علاقه قطع شد. خب این مادر حاضر باز زنگ میزنند البته. خب یک بار دیگر. Алло. Алло. По какой-то причине отсоединилась. Давайте у нас. Да, я буду очень коротко говорить. Да. Эмомали Шарипович Рахмонов обязан приехать сам в Горный Бадахшан без всякой охраны, без всяких этих снайперистов, встретиться с людьми Бадахшана и узнать всю правду против вот этого, кто сейчас в главе Бадахшана стоит. Даже не хочу его фамилию произносить. Узнать, в чем дело, почему это произошло, если у него еще есть совесть человеческая. Почему? Потому что полностью нарушены все права человеческие, гражданские, и это международные, как говорится, трибуналы должны решать. Как можно мать похитить, 6 дней ее держать, в ее телефон вкачать все, что нужно, чтобы ее обвинить. Ну, дальше слов даже нет. И самое страшное, что почему не дают интернет Горному Бадахшану? Это разве не гуманитарная экономическая блокада? Ведь самое большое население из Горного Бадахшана работают в России. Они не могут послать свои денежные переводы для того, чтобы обеспечить жизнеобеспечение своих родственников, престарелых родителей, детей. Вот о чем я хочу говорить. Поэтому насчет уважаемого Мухаммад Бохира. Мухаммад Бохир для нас, для всех таджиков, но и не для таджиков, для всего мира пример доблести, чести, достоинства, человеколюбия, законопослушания. Единственный то, что он помешал когда-то этому первому лицу Бадахшана, который сидит там, извините меня, за такие постыдные дела, как изнасилование и за провоз наркотиков, помешал ему, чтобы дальше был этот
транснациональный коридор. Поэтому он хочет с ним свести счеты. В этом тоже виноват кто? В этом виноват сам президент. Он сам должен вмешаться в эту ситуацию для того, чтобы показать, что он президент Таджикистана, что еще есть у него возможность властвовать в Таджикистане. Это что такое? Все нарушения мировые там, все безобразия там. Ну, какими словами можно еще говорить? Мы все, каждый из нас, Мухаммад Бокиров, каждый из нас. И сейчас вот находящиеся в Европе, пускай собирают митинги, обязательные митинги за освобождение этой матери Абдурахмана 09, митинги в защиту Мухаммада Бокира, митинги в защиту этих 6 бадахшанцев, которые ни в чем не виноваты, митинги за то, чтобы была справедливость, чтобы убрали этот самый, дали туда гуманитарный коридор, интернет, чтобы люди могли получать за это денежные переводы, обеспечивать жизнедеятельность своих семей. О чем еще можно говорить? Можно очень много говорить, но надо действовать. Еще раз говорю, это мое личное обращение к имаму Али Шарифовичу Рахмону. Несмотря, что он за 2 месяца до своего прихода совершал массовый геноцид и сейчас совершает, хотя бы в оправдании себе встать, самому приехать, без этих снайперистов, Без этих у него уже не получится.